Vene teatrifestival Kuldne Mask on tulekul oktoobris. Paar lavastust mängitakse siin Estonias. Täna räägime kahest tükist. Üks on Konstantin Bogomolovi Au ja teine Moskva Puškini teatri Tütarlaps kutsekast. Aga juttu räägime juba seal kohvikus Komeedis. Veel väga kiirelt mainime ära, et on üks muusikal. Ja. Miks sa tood muusikale siia? Peterburist oled toonud Kankani, Broadway. Milleks meile Broadway? Смотрите, в этом году 15 лет. Мы понимаем, что публика у нас очень разная. Я, и мы хотели сделать такой праздник, который бы удовлетворил разные категории публики, зрителей и так далее. Поэтому мюзикл. Хотя я знаю, что не очень многие, не все люди любят мюзикл, но see on ju kallis kunst, sul on nii palju rahvast, sa vaata, kus siin on tantsijaid juba mitu sentimeetrit, rääkimata lauljatest ja orkester ka veel. Hulluks балет, хор, оркестр, солисты и 2 дня монтировки. Nagu ma aru saan, huvi on suur, jah? Ja. Если пляшет англичанка, бразильянка, испанка, африканка. Nüüd tahaks ruttu hüpata ühe teise lavastuse mõju välja ja see on Bogomolov, kes lavastab sedapuhku Peterburis ja teeb seda Viktor Gussjevi Auga. See Slava ei ole Eesti inimese jaoks väga tuntud lugu, aga ma saan aru, et Vene kultuuri kontekstis on ta mänginud täiesti märkimisväärset rolli Stalini ajal. Но надо сказать, что эта пьеса тоже малоизвестна современному зрителю малоизвестна, но в свое время это первая вещь Гусева, которую поставили в БДТ и которая выдержала более 200 представлений. Она была просто шлягером этого театра. После этого Виктор Гусев написал в 6 часов вечера после войны такой культовый советский фильм «Свинарка и пастух». Он писал стихотворные пьесы. Ja ka see on luulevormis, nagu ma aru saan. Да, это стихотворные пьесы, и сценарии фильмов тоже были стихотворные. Nii, me räägime aastast 1936 ja mis luuletusi me siis täna 1936. Aastat loeme? See on ju natuke sõge. Богомолов поставил эту пьесу слово в слово по автору. И по большому счету пафос этой пьесы заключается в том, что если можно не отдавать жизнь за идею, то ее не надо отдавать. Что ничего дороже жизни у человека нет. Что вот герой, который, собственно, является антагонистом вот этого плакатного героя, он все время говорит, что он оставил дома невесту, что он мечтает о семье, что если он сейчас погибнет, то ничего этого в его жизни не произойдет, ничего этого не произойдет в жизни его любимой. Любимая его не понимает, потому что она видит рядом красивого плакатного героя. На самом деле загадка, как этот спектакль мог не вызвать, подозрения у чиновников от театра. Вот для меня загадка. Вот. И вдруг Богомолов берет эту пьесу, абсолютно ее реанимирует и ставит ее так, как она написана, не прибавляя, не убавляя, не держит фигу в кармане, никакого двойного дна. Он ставит этот текст. Но вот что удивительно делает Богомолов в своих последних постановках. У него... Если раньше у него была репутация такого театрального скандалиста, театрального провокатора, то теперь он удивительно работает с текстом. Текст становится как бы персонажем. Понимаешь, иногда я даже не могу вспомнить героев, но я помню текст. Мы чаще всего не помним текст, мы помним героя, который и приблизительно пересказываем его текст. А я запомнила, допустим, одну фразу из этого спектакля «Стакан моей, никого не спасавшей крови», когда доктор отдает свою кровь, чтобы спасти героя. И вот какие-то такие вот вещи. Причем текст этот, он удивительно действенен. потому что там нету никаких страстей, которые бы выражались там в мизансценах, в стычках героев, еще они разговаривают. Даже когда они спорят, они разговаривают, а это поставить труднее всего.
Это просто удивительно, как вот Богомолов, возмутитель театральных порядков, соединил себя с хорошей русской реалистической школой актерского исполнения. Это просто удивительно. Вот этот эффект, мне кажется, очень важен в спектакле. Еще хотел сказать, что сын Виктора Гусева, который смотрел этот спектакль, он сказал, что Богомолов создал абсолютный хит, причем для самых разных поколений, для тех, кто любит прошлое время, и для тех, у кого там есть вопросы к этому времени, потому что во многом он на это отвечает, потому что он подошел к этому не как обличитель, а как исследователь. Вот. И для тех, кто вообще ничего не знает об этом времени, это будет просто абсолютное открытие, причем очень любопытное открытие. no aga nalja siis saab? Nalja ka saab? Ja, kindlasti. Kiirelt vaataks veel otsa ühele kaasaegsele loole. See on siis eesti keeles kõlab ta Tütarlaps Kutsekast ja autor on valgevenelane Andrei Ivanov. Во-первых, хочется сказать для тех, кто такой хранитель, что ли, чистоты театральных подмостков. Да, то есть половина матерного текста, который был у Иванова, он сглажен. И в этом спектакле все выглядит очень достойно. Обойтись без нецензурной лексики было невозможно, потому что это как раз рассказ о том слое населения, которые используют и для которых это не является чем-то ненормативным, это как раз норма. Vandesõna vägi on tegelikult su emakeeles, aga võõrkeeles sa võtad seda juba kuidagi nagu pehmemalt, jah, et ta ei eruta sind nii, sest seda väge ei ole sinu jaoks seal nii palju sisse pandud. Вот чем-то мне этот сюжет напомнил Лескова, леди Магнут Мценского уезда, когда огромная любовь, да, какая-то, почти разрывающая человека и соединение с низменным, очень таким мутным, не поддающимся контролю, анализу, вот этим вот состоянием, которое есть у людей, определенного социального слоя. И вот эта девочка, да, которая выросла в бедной семье, которая пришла учиться в профтехучилище и увидела там интересного молодого человека, который чуть старше ее, но он уже преподаватель, причем преподаватель философии, он был для нее инопланетянин. И она понимала, что это вот то, что она любит, и она непременно хотела это иметь своими, то, как она себе это понимала. Но финал этой пьесы, он настолько неожиданный, да, что наши представления, наши усредненные какие-то штампы, да, вот, что такое хорошо, что такое плохо, абсолютно перестают работать. Это разные степени отклонения, что ли, от духовных ценностей, от нравственных ценностей. Может быть, искажение этих ценностей в сознании молодых людей сегодня, они в той или иной степени затрагивают все слои общества. Просто здесь взята как бы совсем крайняя, точка дна, что ли. А вообще это ситуация, которая, я думаю, для многих будет, понятна, знакома. Более того, человек на дне и человек на самом пике, они переживают радости, горе, любовь все равно одинаково. То, как они действуют, во что в итоге выливаются их чувства, это, собственно, и отличает, кто есть кто. Tegelikult oleks hea hüpata ühte Kuldse Maski programmi eraldi teesse. See tee on Eesti ja Eesti-Vene lavastajad, kes lavastavad vene näitemänge. Seegi on üks Kuldse Maski osa. В этом году мы объединили усилия с Русским театром и пригласили 5 эстонских молодых режиссеров и предложили им 10 пьес на выбор молодых российских авторов. И вот, выбрав 5 пьес, одна из которых оказалась с училища. Нам, во-первых, хотелось, чтобы эстонские профессионалы обратили внимание на российскую драматургию, которую, кстати, ставят сейчас не только в России. Вот среди авторов, которые
которых выбрали. Есть и Пришко, правда, он опять белорусский автор, да, которого ставят и за рубежом. Есть Михаил Дурненков, которого широко ставят. Вот Иванов, и есть Данилов, у которого 2 пьесы уже широко идут. Поэтому я думаю, что если причем спектакль, причем пьеса с училища уже была тоже на одной читке в Виленде год назад. То есть интерес к этой пьесе, он как бы есть. И мне кажется, что она может быть поставлена и в эстонских театрах тоже. Вот. И я надеюсь, что, допустим, художественный руководитель, если он увидит, что потенциально кто-то из режиссеров сделал такой набросок, такое предложение, которое интересно русскому театру, что этот режиссер будет приглашен, и что пьеса увидит свет уже в репертуаре и появится на афише. Kuldne mask on saanud 15-aastaseks, 15 aastat on seda tehtud ja palju on lavastusi selle ajaga Eestis nähtud, mängitud? 155 постановок и почти 80 тысяч зрителей. Aga jõudu jaksu, et siis tuleks 20. festival, et tuleks 25. festival, et meil oleks võimalik näha seda, mida teised teevad, et siis ka ise oleks võib-olla kergem siit edasi astuda. Aitäh, Svetlana Jančik!